как будет поступать транснациональная корпорация в условиях дорожающего труда? Ну вот, опять же, знаете, самый простой способ отослать вас к моей книжке. Но она очень толстая и большая, от империи к империализму. И кроме того, она, по-моему, сейчас уже в первом издании полностью раскуплена, но надеюсь, что будет где-нибудь весной второе издание. Так вот, я там попытался показать, что глобализация и деглобализация — это циклы, которые идут, в общем, с 14 самого века, любимого моего 14 века. То есть первый цикл глобализации, он как раз закончился кризисом 14 века. Ну что значит глобализация? Конечно, была не глобализация в современном смысле. Но что такое был первый цикл? Крестовые походы. Крестовые походы, там, не случайно в это же время Марко Поло куда-то там путешествует, и лапшу привозит в Италию, теперь все едим спагетти в результате. А вот не привез бы он лапшу из Китая, так может и не было бы итальянских ресторанов у нас тут. Вот. А, кстати, равиоли привез, который мы это знаем как пельмени или манты. Вот. Но в любом случае, первая волна экспансии, да, она была связана с демографическими циклами. Это опять же отчасти у Нефедова описано, да? Сергей Нефедов есть такой историк, да? Вот вы знаете. Так вот, ну понятно, что у него они такие мальтузианские, то еще связаны с циклами воспроизводства населения, на мой взгляд, это более сложный процесс, но к чему я веду, что циклы глобализации и деглобализации повторяются периодически. Были грандиозные транснациональные компании уже в 16-17 веке. Где они сейчас? Их больше нет, понимаете? Потом были периоды национального развития, национально ориентированного. А это были периоды господства производства. То есть периоды, условно говоря, глобализации, это господство торгового финансового капитала. Когда, условно говоря, перевозить товары, спекулировать, переносить, опять же, какие-то процессы из страны в страну, выгоднее, чем налаживать на месте производства. Ну и наоборот, производственный период – это период господства государства, когда вмешательство государства резко увеличивается, начиная с того же Кальбера во Франции в 17 веке. Да? Это период протекционизма, это период, когда многие транснациональные компании либо национализируются, ну не в смысле, либо в том или в другом смысле слова, да? Либо национализируются, в том случае, что их забирает государство, либо национализируются, в том случае, что становятся более национальными и привязаны к локальным рынкам. Иногда разбиваются на несколько компаний, да? Иногда они исчезают. То есть я думаю, что транснациональным компаниям предстоит пережить очень плохое время. И, кстати, очень интересная вещь. Беседовал с китайским экономистом, потом с таким экономистом Лоренсом Брамом. Это американец, который консультировал долгое время китайское правительство. Он говорит, что сейчас происходит отток капитала из Китая. Многие американские компании начинают переносить производство обратно в США. То есть происходит такая вот национализация, но не в смысле захвата государства, да, а в смысле возвращения к национальной базе американских ТНК. В каких масштабах — другое дело. Они бы хотели бы немножко остаться в Китае, но значит, усилить производство в Америке. Но, еще раз говорю, тут важно, что роль государства будет возрастать, а тогда стоит другой вопрос, какое государство? То есть отсюда революция возникает. Революция, когда роль государства растет, а при этом сам тип государственного механизма машины не годится для выполнения этой роли. Тогда приходится менять, ломать машину.